наконец-то у нас в тайге чистое небо. Дожди прошли. Тепло, 20 градусов. Ну, в тайге немножко попрохладнее, это хорошо. Тень защищает, не так уж и жарко. Жарко у нас. О, ну что у нас здесь такой скворечник. Вот. Кто-то когда-то скворечники делал. Но уже здесь в лесу они висели давно. Вот на этом дереве. Вон там высоко. Вот. Даже не знаю, с какой целью скворечники делали. То ли лесники делали, то ли охотники делали. Даже не знаю. Скворечник. Ну ладно, пойдем дальше. Ого! В Грузии растут, оказывается. Ага. Ну что ж, надо пособирать Грузию тогда, получается. На обратном пути пособираем Грузию. О, белые грибы стоят. Вот он, белый гриб. И вот, но они уже старые, я их брать не буду. О, белый гриб. Белый хороший. Посмотрим. Чистенький. Возьмем его. О, вот он. О, хороший гриб. Все, берем его с собой. О, собачка у нас. Какие красавцы стоят. Но мы их не берем. Раньше их собирали, для лекарственных целей использовали. Вот, а сейчас не берем. Еще старые лекарственные запасы остались. Вот у нас волнушечка. Привет, волнушечка. Давай мы с тобой. Опа. Все, хорошая волнушка. Вот она, волнушечка. О, какие интересные стоят мухоморы. А вот вообще маленький мухомор. Маленький. И вот еще мухоморчики стоят. А вон туда по тропинке надо идти. Туда. Сыроежки. Наконец-то. Пришли в лес. Сейчас достанем удочку. Может, перекусим. Пойдем попробуем порыбачить на речке. Что из этого будет, не знаю. Посмотрим. Собачка где-то лазит в лесу. Пошла территорию обследовать. Но еще не лает, значит все нормально у нас.
Значит, у нас все нормально. О. Фу. Ну, наконец-то я как человек посижу возле костра. Ого! Здорово. Так давно я на кресле не сидел. На кресле не сидел давно. Сегодня я забыл сеточку. Сейчас придется дерн снимать для костра. Есть. Вот так мы снимем. О, аккуратнее, рыба. Вот здесь уже. Белый песок. Небольшой дёрн. А потом это все такое. Потом зажгем костер. Сейчас надо на рыбалку сходить. Посмотреть, рыба есть или нету. Вода наполовину спала. Наполовину только. Вот. Все. Больше нельзя. Больше нельзя. Вот и все. Сейчас пойдем сходим. Сходим на рыбалочку.
Рыба еще не ловится. Рыба еще не ловится. Вода еще большая. Листья желтые по воде плывут уже. Осень наступает. Деревья сбрасывают листву. Так, лета у нас и не было. Ни лета, ни рыбы. Интересно, будет у нас бабья осень? Или не будет? Даже не знаю. Вода высокая. Она уже на метр упала. Еще должна на метр упасть. Тогда будет рыба. Ладно. Рыбы нет, зато красиво в лесу. В лесу очень красиво. Нет, рыбы нету. Рано еще. Рано еще рыбу ловить. Возвращаемся на базу. Где у нас была база? Должны ее найти. А, там собачка нас ждет уже. Собачка нас ждет, красавица наша. Привет. Привет, обратно. Привет, привет. Привет, маленькая. Охраняла, да? Ну, пошли. Пошли, пошли. Охраняла все это. Вот. Привет, привет, привет. Пойдем. Пойдем сейчас костер сделаем. Еды. Костер сделаем, еды наделаем, чай сварим. А пьем, пить хочется уже. У нас есть такая традиция среди друзей. Каждое лето ходить по углям, разжигать большой длинный костер. Вот. Делать угли и по ним бегать. Вот. Каждый год такая традиция у нас есть, и мы бегаем. Вот позавчера тоже бегали по углям.
После углей особенно приятно босиком походить. Интересно, конечно, по углям бегать. Мы уже лет 10 бегаем, наверное. Лет 10, наверное, по углям бегаем. Вот. Потихонечку совершенствуем наши пробежки по углям. Дорожка длиннее становится. Угли то горячие, то холодные бывают. То холоднее, то горячее. Вот. Но когда бегаешь по углям, все стопы, конечно, становятся чувствительными. Прижигаются, болезненные точки прижигаются. Вот. И, может, это не самое главное. А самое главное преодолеть барьер, что ты можешь по углям пробежать. Именно ты можешь по углям пробежать. Оказывается, здесь ничего сложного нету. Можно по углям бегать очень спокойно. Я как-нибудь выложу коротенькое видео, как мы бегали по углям. Вот. А сейчас приятно просто по мху ходить голыми ногами. Рыбы нету, походили. Ни одной поклевки, ни одного подхода к крючку, к мушке, к блесне. Рано, наверное. Еще надо, чтобы еще на метр, чтобы вода упала в этом ручье. Ну ладно. Надо поесть и чай попить. Комаров-то нету, а все равно ложится под дым. Наверное, просто ждет, когда борщ сварится. Просто борщ варится. Пока борщ варится, покажу вам малицу. Взял с собой малицу. Что это такое малица? Вот. Мы раньше с такой курточкой ходили в лес. Это наша местная малица. Рабочая. Вот так. Вот так она выглядит у нас малица. Вот такая. Рукава сделаны, чтобы можно было руку засунуть очень легко и высунуть. Засунуть вместе с рукавом. И высунуть вместе с рукавом. Вот такая у нас конструкция. Вот. Раз. Или просто без рукава можно руки засунуть. Все. И можно закрыть. Вот такой объем большой у нее. У малицы-то нашей. И все. Вот такие дела.
Ну вот такая малица. Ее можно ноги закрыть. Вот так. Чтоб комары не кусали. Комары не будут кусать. Ноги закрыты. Можно сидеть. О. Можно руки засунуть вовнутрь. И греться внутри. Возле костра. Вот они, руки. Вот. Тем более, когда сидишь здесь, то очень удобная площадка что-нибудь делать. Там мушки навязывать, там кушать или какие-нибудь вещи делать. Ничего не просыпается, ничего. Да, хоть кушать можно. Пошире здесь. Вот. Вот такая вещь удобная, малица. Такая малица удобная была. Вот. У нас у всех была малица. Мы ходили очень долго, лет 20, наверное, ходились. И в юности ходили в малице, и ночевали, и в горы ходили с малицей. Очень удобная вещь. Сейчас не ходим уже. Такие сложные походы или в тайгу. Но малица есть у нас. У всех малица есть. На рыбалку очень удобно малица. Вот здесь карман некоторые пришивают прямо на малице. И туда всякие рыболовные вещи ложат. О, дым. Дым. Это у меня уже, наверное, 4-я малица. Я не то чтобы износил малицы. Просто они менялись. Вот. Ну, это последняя, наверное. Лет 10 назад сшил ее. Может быть. Или лет 5 назад, не помню уже. И больше уже малицы не делал, не шил. Под малицу еще кое-что идет, комплект. Я потом покажу. Суп поедим, а потом покажу. Очень удобно. Раз. О. Закрытая. Малица большая, что она даже на зимнюю куртку одевается, на пуховку одевается. Или на спальник одевается наверх. Я раньше и когда спал в малице, прямо в спальнике спал внутри. Она такая большая малица, что как кокон для спальника был. Ну, сейчас тоже кое-что покажу. Сейчас надо поесть сначала. Борщ. Есть хочется. Есть хочется. О! Пока мы с мальчиком разговаривали, борщ уже сварился. Угу. Хорошо. О, сейчас будем есть, наверное. Так, мы сейчас наложим. И мне, и собачкой. Не рано еще. Ну хорошо. Где-то кто-то идет с той стороны реки. Пусть остывает собачки. Остынет, потом можно будет кушать. Булька ждет. Булька ждет, когда остынет.
Вот так будет сидеть и ждать. У него вот тарелочка вот внизу горячего. Речка далеко, воды нету, чтобы остудить. Вот она будет сидеть и ждать, когда все остынет. Собака очень умная, умнее многих людей, некоторых людей. Сейчас поели хорошо, плотненько поели борщика. Хочется поваляться, поспать. Я себе лежанку сделаю, как в старые времена. Стелим лузан. Пальцем можно вот так снять. Раз, и все. Раз, и все, раз, и все. Вот у нас малица, которую я снял. А вот у нас нога. Просто нога. Просто нога. И эту ногу мы вставляем вот сюда. Все. Липа старая, но еще держит, оказывается. Липа. Вот такое спальное место получилось у нас. Вот так. Получается спальное место. Все. Все хорошо. Можно даже спать. Сидит. Еще сейчас немножко поспим, отдохнем. Потом, если будет желание, еще кое-что покажу с этой малицей. Сейчас пока поспим. О, как в мешке, как хорошо. Вот ноги мои. Вот, все закрыто, все как кокон. А сюда в спальный мешок еще раньше залазил. Вообще здорово было. Поспали немножечко. Поспали. Небо все затянуто. Проснулись, небо затянуто тучами. А ложились, еще солнышко было.
За водой надо сходить, да чай поставить. Да чай поставить. По верхам смотрит, белок смотрит. Сейчас только опять белку облаяла, где-то там бегала в лес. Клюет. Это приятно постоять с удочкой. Короче, просто приятно постоять. Пойдем.